Это наш коллектив «Столбунские вечерки», якому уже 33 года. Коллектив у нас 6 человек, все такие красавицы. Это те люди, которые на самом деле влюблены в эту песню. Немного же таких людей в деревне есть. Выступаем мы в народных сорочках, потому что оно как-то даже и песня поется по-другому, не так, как в сценической одежде. Все-таки это сделано руками людей, мы их очень бережно храним. Мы собирали это все по крупицам. Им может по 100 лет, а может и больше. С коллективом мы были изначально, начинали в Москве, в Вологде были, в Санкт-Петербурге. Принимают нас очень хорошо в коллективе, когда мы выступаем, когда поем. Потому что, наверное, туда приходят люди, которые влюблены в эту народную песню. Зрительской энергетикой мы обязательно заряжаемся. У нас поднимается настроение, какой-то заряд бодрости. Мы приезжаем такие бодренькие. Хочется, чтобы еще куда-то приглашали. По дорожцы самотканой пройди наш гость довгочаканий. А вот это наша невеликая кладовочка. Лен, який наткали, ну, тоже, ну, може, і 100 годов этому клубочку. Вот такие плюшевки называли колись. Так само на зимовые праздники, як будем проводить, да. Коллектив будет одеваться у них. И будут мои девчата, як ляльки. Это ж колись верх усяго, коли у сям'ї есть плюшевка. Да. Разумеете, это ж купить плюшевку, то незвычайного человека не могло такое быть. Поглядите вот на эту речь. Румынки колись называли их. Это ж зимой, коли... Эх, да выйти, там вся увага. Самая богатая девчина носила их. Вы что? А с таким сундуком девчина замуж шла. Приданное сюда клали. Светлана Ивановна, самая бедная с такими шла. Вон с яким шла. О, ось это сундук. Вот такие, коли добра, коли на воздух стягнуть, вот это добро. После окончания муз-педучилища меня направили работать в Столбун. Я сюда приехала молодым специалистом. В коллективе тогда были старейшие люди нашей деревни. Голоса были звонкие. Это все передается из поколения в поколение. Вот у женщины пела мать, потом стала петь дочь. По настоящее время она поет. Не стой, мамочка, на куте, стань моя мамочка в порозе. Стань моя мамочка в порозе, поклонюсь тебе в дорозе. Мы со своим коллективом поем разные песни. Обрядовые, подводные, свадебные, на все праздники жнивные. И особо у нас ценится обряд вождения похования стрелы. У нас обряд проходит на 40-й день после Пасхи, на Вознесение Господне. А может и 100, может и больше лет. Как основалась деревня, так у нас стали водить эту стрелу. Зафіксовано, що коли починаємо співати «Ой, іди стрела», то з'являється якийсь ветер. Здається, це магічно, це не просто так. От поглядіть зараз. Ой, натягиває, зараз лупаніє, напевно, дощ. Собираются в разных краях деревни небольшими группами, вводят там небольшие хороводы и собираются все шеренгой и идут в поле. Вот сюда приходим в жито, заводим большой хоровод, поем песни, характерные только этому празднику. По улице, по широкой, по улице, по широкой. После того, когда мы поводили хороводы в житии, мы даем земле дар, гроши, говорим. Даем тебе, земелька, дар, гроши, чтобы послал нам Господь урожай хороший. Пошел Господь на небеса и потянул наши жито за колоса, чтобы был хороший урожай, чтобы отвести все беды от нашей деревни, чтобы у нас не было никаких ни молний, никаких стихийных бедствий. Мы кладем пуговички, булавочки, бусинку, расческу, у кого что есть. Что у тебя, внучек, есть? Это ниточка. клубок. Ниточка. Ты сделай клубочек, закопаешь в земельку и загадаешь желание, и оно обязательно исполнится. Желания всегда исполняются. У нас были такие случаи, что люди рассказывали, что вот приехал на стрелу, загадал желание, оно возьми и исполнилось. Надо нарвать 3 колосочка, по 3 рвем, 9 колосочков каждый.
Вот у нас получилось 3 пучка по 3 колосочка. Складываем их, мы несем домой, кладем их за икону. И они у нас хранятся дома целый год. Это тоже оберегает наш дом от всяких бед, от молний, чтобы было все хорошо в семье. Колосков нарвали, а потом уже можно и покачаться в жите, чтобы вы были здоровые и дужие, как эта рожь наша, как жито. Видите, какое оно, наливные колоски? Я очень люблю заготавливать лекарственные травы. Пьем только травяной чай, всех угощаем. Зверобой, не зря говорят, он от 99 болезней. Излечивает все. Также и чабрец. Дыхательные пути хорошо лечить им. Лес – это же мое родное. Я так люблю лес. С чем может быть сравниться? Это неописуемая красота. И не зря говорят, якія мелодии у нашей сторонцы, як кветки, что выросли у поля на солнце. Послухаешь песню, что пели сдавна, на сердце и сонейка, и весна. Вы знаете, вот эти березы и есть символ моей родины. Когда я улетала в Туркмению, это 89-й год, и когда я возвращалась в Беларусь, я обнимала эти березы и поняла, что вот это самое родное, что может быть для меня. Вся Беларусь – это моя родина.